Центр развития народных художественных промыслов торжественно открыли во Владикавказе. В центре представлены порядка 30 работ ремесленников. Это образцы традиционного искусства и аутентичной работы остинских мастеров. Десятки экспонатов. Среди них ювелирные изделия, скифо-аланские костюмы и мечи, 12-струнная арфа, платки, куклы и многое другое. По словам директора центра Тамилы Таболовой, здесь любой экспонат переносит в прошлое и знакомит с многовековой культурой и традициями. Добавим, что инициатором создания Центра народных промыслов стал глава республики Вячеслав Битаров. Он был и на открытии, ознакомился с экспонатами. Глава отметил, что большое внимание необходимо уделять сохранению и развитию народных промыслов. И сегодня стоит задача объединить мастеров-ремесленников республики, которые будут презентовать и одновременно продавать продукцию на единой площадке. Центр развития народных художественных промыслов был создан на внебюджетные средства и был построен за 3 месяца в отремонтированном здании на проспекте Мира. Здесь будет не только представлено их мастерство, но и будет возможность встречаться, проводить семинары, обмениваться мнениями, делиться мастерством друг с другом. Я думаю, что это позволит развивать друг друга и не забывать наши народные промыслы, то, что нам передали наши старшие, наши предки, чтобы мы их также сохранили и передали нашим младшим. Мастера, конечно, различного уровня здесь очень достойные. И на выставках представлены бывают. Вот сейчас мы с Москвы приехали. И вот здесь, слава богу, у нас будет свой дом, где мастера будут постоянно показывать свои работы. И причем вот экспозиции, они будут меняться? Меняться регулярно, потому что это не музей, где будет просто все стоять постоянно. Что-то будет регулярно, потому что мы еще хотим показывать историю.